Несмотря на то, что Сухумприбор теперь работает 2 дня в неделю, покупателей здесь немного. Почти все продавцы в масках. У входа в комплекс, а также внутри него стоят антисептики. Повсюду развешаны памятки. Большинство предпринимателей понимает необходимость соблюдения ограничительных мер и введенного графика работы. Но при этом все сетовали на плохую торговлю и отсутствие покупателей. Мы также не работаем, как сказали, так и выходим. У нас фактически и так и мало людей, девочки. Чтобы опасного у нас нету такого. Мы и так 3-4 человека в день, если зайдут, спасибо. Я вообще хотела бы, чтобы вообще закрыли на 2 недели и сделали карантин, если честно. Потому что если мы будем все придерживаться к определенным мерам, мы будем все здоровы, и наконец-то вот это все перестанет прекратиться. У нас антисептики в магазине стоят, когда что-то продаем, мы все время обрабатываем руки. А есть покупатели, которые без масок заходят? Иногда есть, да. Но мы ходим в масках, мы не снимаем и обрабатываем все. Конечно, мы хотим работать, но главное, чтобы проблем не было с этим, с вирусом. Вас обязывают носить маски, перчатки? Но мы сами, это же для нас все это делается. Конечно, мы сами стараемся одевать, соблюдать эти меры. Однако с введенными мерами согласны не все. Некоторые продавцы выступают за увеличение количества рабочих дней в торговом комплексе, а кто-то и вовсе считает, что ограничения бесполезны. При этом аргументированного ответа мы так и не услышали. Опрошенные в основном ссылались на объекты, которые продолжают работать – салоны красоты, продуктовые и мебельные магазины. Желательно бы закрыли всех, без исключения. Кто-то работает, кто-то нет. Я думаю, что это бесполезно. Все, кроме продуктовых магазинов. Либо открыть все, конечно. Либо закройте, либо откройте. Вы же понимаете, что при полном открытии всплеск будет заболевших? Девочки, здесь лично на нашей работе ходит 3-4 человека. Здесь нету такого наплыва, как в продуктовых магазинах. Мы никого не просим, никакие пособия. Но хотя бы дайте нам работать. Просто ничего, заработать на кусок хлеба. Больше мы ни на что. Вы видите, прям толпы такой нет, ажиотажа нет. Да, но при этом вы же видите, какое количество заболевших в стране. И это Кто сказал, что это от нас? Кто сказал, что это вот именно от Сухумприбора или от рынка? Вас обязывают носить маски, перчатки? Нас обязывают, приходят, проверяют. У нас всегда здесь есть. А почему вы не носите? Это принципиально или просто... Я сейчас пила. Вот только что, видите, я же не могу через маску его пить. Есть у меня, конечно, и маска, не одна. У нас целая пачка, я покажу даже, если хотите. Лучше было бы, если бы дня 4 нам дали бы, а 3 дня мы сидели бы дома. Чтобы вот суббота, воскресенье обязательно, и еще 2 дня среди недели вообще было бы хорошо. Хотя бы так. Согласно графику, торговый комплекс «Сухумприбор» работает по вторникам и воскресеньям. Дважды в неделю санэпидемстанция проводит здесь обработку территории. После санэпидемстанции другие дни обрабатываются хлоркой и антисептиками. Стоят у нас на каждом этаже у входов 4 стола, где любые покупатели или кто там не был, они могут воспользоваться этими услугами бесплатно. А как-то ведется контроль за тем, контроль ведется администратором. Есть у нас медсестра, которая ежедневно, при любом случае, она каждый день практически работает у нас. Даже когда рынок закрыт, она иногда может прийти. Сами покупатели мы строго не запускаем, не скроем такой секрет. Бабушку, дедушка, какая-то бабушка, дедушка, как бы ты ни объяснял, они могут, кто-то нет, 1 или 2. И объясняем, что расстояние. Расстояние соблюдайте, пожалуйста. Что касается продуктового рынка, он, как и положено, сегодня закрыт. Внутри рынка торговые объекты не работают. Закрыты также центральные ворота. Помимо рыночного комплекса мы посетили 2 филиала Сбербанка, где уже началась выдача пенсий. Очередей мы не увидели. Внутрь помещения людей запускают только в масках и по одному. Увиденное вселяет надежду на улучшение эпидситуации. А она, несомненно, улучшится, если каждый из нас будет соблюдать необходимые санитарные правила и осознавать свою ответственность, не перекладывая ее на кого-то другого. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.